Я заметила, уже сегодня вообще оранжевых автобусов нет у нас. И вот, опаздываю на работу. На остановках не протолкнуться, в микроавтобусах пассажиры как шпроты. Сами челнинцы говорят, уже скучают по большим вместительным автобусам. Безобразие. Я вот еду за Мелекис и еле приехала. Конечно, очень без них неудобно. На мой взгляд, они должны быть. Народу на городе много. И большие автобусы тоже необходимы. Уехать на таком микроавтобусе могут не все, говорят пассажиры. Кто-то опаздывает на работу, а кто-то проиграл с проездным. Проездной остался на большие автобусы. Да. Вы и не знали. Я вообще не слышал про это. Не все «Газели» берут с проездными билетами социальными. Ругаются они постоянно, и матом бывает ругаются. Это проводители микроавтобусов. Пересесть на малышей челнинцам пришлось из-за спора между МУП «Электротранспорт» и КамАЗ-лизинг. Транспортная компания задолжала ему 700 миллионов рублей. В итоге принято решение вернуть компании 190 больших автобусов. Никаких проблем с транспортной доступностью не возникнет, потому что есть необходимое количество автобусов, водителей, они подготовлены. Отказываться от идеи больших автобусов в нашем городе никто не собирается. Об этом Илья Зуев говорил в пятницу. Понедельник показал другое. Как сообщили в исполкоме, час пик выявил несколько проблемных зон, и сегодня по ним начали работать. Город уже дал поручение муниципальным и частным перевозчикам увеличить количество транспорта большой вместимости. Заказчик проведет конкурс. Конкурс будет проводиться именно на эти же маршруты муниципальные, которые были, с автобусами большой вместимости. Речь не идет, как сейчас все обсуждают, что это место заняли автобусы малой вместимости. Речь будет идти только о автобусах большой вместимости. Ведь без этого не решить проблемы перевозки инвалидов, семей с детьми, а не с колясками, и пенсионеров. Жители надеются, автобусы, малыши – явление временное. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов и Рамиль Закиев. ТНВ «Набережные Челны». Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.